Если бы первый Dark Souls был бы кружкой кофе, то тогда Lords of the Fallen был бы по-настоящему крепким кофейком. Суть игры состоит в том, чтобы преодолевать сложные локации, ситуации и бои механика Souls-like. Игра для тех, кто хочет новой дозы хорошего Souls-like, и этого тут предостаточно. Весь сюжет здесь создан для того, чтобы поставить надлежащий сетап для вселенной темного фэнтези. Вот только послушайте. После эпохи жестокой тирании демон-бог Адыр наконец-то был побежден. Но боги не гибнут навеки. И теперь, века спустя, близится воскресение Адыра, и последователи его поднимают войска мертвецов и призывают демонов, которые устроили ад на земле, чтобы ускорить возвращение их бога-демона. Чтобы остановить воскресение Адыра, темные крестоносцы стараются уничтожить всех последователей Адыра. И им в этом сильно помогают лампы, которые не дают им умереть. Всегда возвращают их обратно в мир живых, и при возвращении они видят мир глазами мертвеца и находятся на грани мира мертвых и живых. Мертвецы стремятся оставить воскрешенных лампой в своем мире и всегда стараются убить их, поэтому после гибели число врагов множится как минимум на 2. И жизнь в таких условиях не сахар. Крестоносцев мало, многие из них сдались, но один из них на грани своих возможностей решает скинуть свою лампу в яму с мертвецами и дать лампе решить, кто примет обязанности крестоносца. И в итоге он выбирает нас. Победой в данной игре можно считать убийство всех боссов и также принятие решения по поводу воскрешения Адыра, насколько я понимаю. В игре расположены столбы цвета, их около 5 штук, которые можно очистить или оставить как есть. В одном случае, скорее всего, мы остановим Адыра, а во втором мы, скорее всего, получим власть под покровительством бога-демона. А проигрышем в данной игре можно считать удаление игры, то есть сдаться, как многие другие крестоносцы. И, к слову, это очень хорошая часть сеттинга жанра Souls-like, ведь в каждой игре подобного толка проигрышем можно считать именно этот момент, удаление игры. Поэтому подумай, нужно ли оно вам, стоит ли принять данный челлендж, данное испытание и вступить в путь крестоносца, так сказать. Путь жанра Souls-like. Да, таков путь. Что нового в жанре Souls-like дает нам данная игра? И это то, что после гибели мы воскресаем на том же месте, где умерли, как, например, в Sekiro. И на этом сходство Sekiro заканчивается, ведь после воскрешения мы видим искаженный реальный мир, полный мертвых гигантов, призраков, которые могут ожить в любой момент. Ну, я имею в виду именно призраков. И данная реальность называется Умбра. Видим мы его от того, что находимся на грани жизни и смерти. И в случае гибели в Умбре мы отлетаем к последнему костру. Также мы можем возводить временные костры, и это можно сделать в особенных почвах, которые усеяны цветами. Находятся они между основными кострами, которые находятся довольно-таки далеко друг от друга. И наличие этих временных костров очень спасает. То есть, я хотел сказать, он в единственном числе такой. Если вы, допустим, например, поставите при прохождении одной локации временный костер, и вдруг решите пойти почистить другую локацию, и там возведете новый временный костер, то старый удалится, поэтому нужно иметь это в виду. Игра также поощряет исследование локаций, и за это радует нас большим обилием оружия и брони. Броню, кстати, можно красить в разные цвета из сетов красок, которые также можно найти при исследовании локаций. Лампа также служит инструментом для преодоления препятствий, и если направить его цвет перед собой, то он покажет нам эту же локацию в другой реальности, в которой, например, не будет железных ворот там каких-нибудь, или же будет какой-нибудь скрытый лут, который можно будет добыть при помощи этой же лампы, которая имеет способность вытягивать души с врагов, и те при вытягивании души оглушаются и становятся открытыми для атак. Также мы можем усиливать свет лампы, чтобы уничтожать призрачные отростки, которые дают врагам регенерацию здоровья и неуязвимость. Как по мне, главная идея разработчиков данной игры это было дать по-настоящему сложное испытание ценителям жанра Souls-like. И весь сок игры — сложности и максимальной враждебности окружающего мира, где при первой гибели мир становится еще более враждебным к игроку. Поэтому умирать в данной игре снова стрёмно. Потому что ты попадаешь в еще более стрёмный мир при гибели. И там тебя ожидает истинная смерть.
Что мне понравилось в данной игре? Это высокая сложность, левел дизайн, щедрое количество оружия и брони, которые делятся на разные виды. Броня, понятное дело, тяжелая, средняя, легкая. А оружие также делится на разные виды по типу короткие, длинные, большие мечи, кулачное оружие, копья, топоры и так далее. То есть они все имеют разные мувсеты, и в принципе кто-то для себя найдет что-то свое. Также понравилась атмосфера настоящего темного фэнтези, где человечество уже находится на грани исчезновения. Механика перехода в мир мертвых при гибели, где все становится еще более мрачным и враждебным. Отличие локаций в духе школы Миядзаки, так скажем. Точная картинка, хорошей графонии, которая прям радует глаз. Боссы вполне себе понравились и также не понравились, но об этом чуть попозже. Сначала я скажу приятный момент, это то, что нужно выяснять более выигрышную тактику при сражении с боссами. Некоторые имеют такие вот интересные подходы. Нужно смотреть, какие у них атаки, что они делают и как они действуют на окружение. И, возможно, мы найдем какое-то спасение, так сказать. Также в некоторых случаях стоит поэкспериментировать, попробовать использовать дальнее оружие и там прочее, и так далее. Тогда вы, скорее всего, найдете более эффективный способ уничтожения того или иного босса. Механика возведения временных костров при помощи редкого расходника. И это мне в хорошем смысле прям напомнило ощущение сохранения из ранних обителей зла печатной машинкой вот этого. Понравилась боевая система, в общем и в целом. В этой игре она хорошая, которая дает возможность игроку парировать и уворачиваться. Также и ставить блоки. Тут также имеются щиты, если что. Окна для парирования в этой игре нормальные. Не такие хардкорные, как, например, Lies of P. Ну, я бы еще сказал, не такие уж и легкие, как, например, в Sekiro. Такие нормальные прям. Ворота делятся на два типа. Короткий и длинный. Короткий он делается одним нажатием у ворота. Это будет отскок пук. И длинный, это перекат. Он делается с помощью двойного нажатия. Тык-тык. И теперь что не понравилось в данной игре? Это классический набор багов жанра Souls-like. То есть это сломанные хитбоксы, локации и боссов. Бывают такие моменты, когда ты просто бежишь, и, казалось бы, препятствия-то никакого нету, но там маленький такой камушек тебя прям держит и не дает тебе пробежать, или вот ты перекатываешься в него и упираешься в него. Такие моменты бывают в этой игре, и это безумно бесит, конечно. В плане боссов был один такой момент, который безумно бесил в одном боссе. Там есть всадник, которого можно стрелять из лука, и когда ты попадаешь в него, он падает с лошади, и ты можешь с ним продолжить файт на пеших условиях. И иногда попадание стрелы не регистрируется. Там, видимо, как-то хитбокс не попадает, то ли что, непонятно, короче, срань полная. Также местами левел дизайн в этой игре проседает, и ощущается, что, знаете, вот как будто бы левел дизайнер в один день имел хорошее настроение, в другое он просто ненавидел, сука, весь мир. И насрал, знаете, отсутствием логики расположения вот этой вот почвы с цветами, в которой можно ставить временные костры. Это прям безумно усложняет игру в том плане, что, например, ну, смотрите, обычно, прежде чем ты увидишь основной костер, ты будешь всегда видеть эти вот почвы со цветами. И бывают такие моменты, когда ты сильно сомневаешься в том, что основной костер вот уже близко. И поэтому ты ставишь временный костер в эту вот особенную почву. Но ё-моё, уже спустя 5 шагов, буквально вот за угол ты заворачиваешь, а там основной костер, вот он стоит. И это безумно бесит, потому что расходник для того, чтобы возвести этот временный костер, он редкий. Ну, не знаю, это, возможно, такая, типа, идея у разработчика была, у гейм-дизайнера данной игры, чтобы держать игрока в напряжении, типа, то, что не стоит доверять разработчику, или типа того. Ну, в общем, да, такие моменты бывают очень бесячими. И поэтому, если что, попробуйте сначала исследовать локацию вокруг этой почвы, то есть стоит ли оно того или нет, а потом уже ставьте на наверняка временный костер. Ну и, соответственно, также мне понравился момент того, что нельзя отменить анимацию того или иного действия с помощью переката. А также бывали такие моменты, когда ты просто стоишь, общаешься с NPC, особенно в реальности Умбры, и тебя в этот момент бьет кто-нибудь, потому что врагов тут очень много становится в реальности Умбры.
а поговорить с NPC-то хочется. А там, соответственно, ты с ним не поговоришь и просто промотаешь весь диалог, и, возможно, ты пропустишь что-то интересное. Ну, кому лор вот прям супер интересен, ну, те будут негодовать в таких моментах, я вам говорю. Теперь же, чем эта игра может быть интересна игрокам? Ну, это скорее игра чисто для ценителей жанра Souls-like. Как бы достойное испытание дает данная игра, и прикольные механики в этой игре, которые хорошо работают с базовыми механиками жанра Souls-like. И это, в принципе, дает приятный опыт от геймплея, я бы сказал. И говоря об игровом опыте, данная игра дала мне, по сути, тот самый игровой опыт, который я получил при прохождении первого Dark Souls. Сложно, интересно, эмоционально. Благодаря механике возведения временных костров, игра дает тебе чувство вот это вот сильного напряжения, когда тебе предстоит решать, сейчас поставить временный костер или чуть позже. И вот этот вот момент решения самого, вот, когда оно будет тебе выгоднее во время вот прохождения той или иной локации, где вокруг много всяких разных врагов, которые стреляют, там, быстрые. Игра довольно-таки, кстати, в темпе боевой системы вот своей, вот как-то она шустрая прям. Так что игра, да, может напрячь хорошего даже вот прям такого крепкого любителя Souls-like. Также вот интересный опыт заключается в механике воскрешения в мире Умбры. Поначалу кажется, как будто бы, что ничего страшного, даже казуально, то есть легко, да? То есть когда ты вот можешь еще пожить после гибели. Но, блин, не обманывайтесь вообще. На первый взгляд, попадая в мир Умбры, ты видишь, что появляются слабые враги. Также увеличивается множитель прибавления душ. Ты видишь только лишь одни лишь плюсы, но чем выше множитель, то есть со временем ужас будет нарастать. И это будут вам давать знать не только увеличением числа множителя, но также и музыкой, вот этой вот атмосферой гнетущего. И в конечном итоге, когда множитель достигнет x3, глаз рядом с индикатором множителя станет красным. А это будет означать, что смерть обратила на тебя внимание и начала охотиться на тебя. И эта мразь безумно сильно... Я пока еще не решался ее убить. Я на данный момент вообще прохожу игру и в принципе уже имею довольно приятные впечатления от игры и решил поделиться им с вами. Пока вот у меня такие вот реально ощущения от данной игры. Вот уже принял для себя, что нравится и что не нравится в данной игре. Потом уже видно будет. Да, были моменты в этой игре, когда я сильно пригорал. Но если вспомнить, я также и пригорал при прохождении первого Dark Souls, также и второго, и третьего. Так что это вполне себе нормально для игры подобного жанра. Игра, считаю, имеет куда больше плюсов, чем минусов, и поэтому будем проходить дальше, и буду рад увидеть вас в прямом эфире, который я заведу сегодня. Было только второй день прохождения данной игры, и будем продолжать. И на этом все. Прошу вас подписаться на мой канал, это очень сильно помогает продвижению моего канала, и, соответственно, мне просто безумно нравится, когда вы подписываетесь. И, соответственно, ставите лайки, оставляйте комментарии. Будем проходить данную игру на стриме сегодня. И дальше, в последующем, пока не пройдем данную игру. Игра, походу, довольно-таки объемная, большая. Так как я на второй день своего прохождения пока что только очистил первый столб цвета, первый маяк. А их, походу, всего 5. И при подходе к первому маяку я уже очень много локаций исследовал. Около 5 разных локаций. Я и в болоте побывал, в месте, где нужно выполнять платформенные какие-то моменты, перепрыгивать и так далее. Интересные локации были довольно, да, хорошие. Игра визуально очень красивая. Поэтому буду вас ждать на стриме. Увидимся там. И на этом все. Всем спасибо. Всем пока.